2000 год объявлен ЮНЕСКО Международным годом культуры мира. В нашей республике открылся первый в истории институт миротворцев. Татарстан не случайно стал первопроходцем в этом направлении. Директор представительства ЮНЕСКО в Российской Федерации Вольфганг Ройтер высоко оценивает позицию Татарстана. Казань и Татарстан — это один из наших лучших и самых таких активных партнеров по программе культуры мира и ненасилия. И здесь открыто такое вот действительно надежное направление в связи с этим институтом. И мы, с другой стороны, хотим помогать этому институту развиваться, укрепляться, потому что нам кажется, это важно для опыта России и для опыта всего мира. В стенах финансового вуза, где располагается Институт культуры мира, в апреле состоялись встречи с представителями ЮНЕСКО, прошли обучающие семинары, круглые столы для специалистов. Апофеозом этих дней стало открытие представительства Казанского института культуры мира в Елабуге. Будет занимать представительство Института культуры. Да, важность этого события подчеркнул ректор института Энгель Тагиров. Сегодняшняя наша школа, первая в истории России региональная конфликтологическая школа, проходит в Елабуге. И совершенно не случайно это место было выбрано организаторами школы. Дело в том, что Елабуга сегодня является одной из точек прорыва, одной из точек роста экономического, социального и общецивилизационного. Умение цивилизованно разрешать конфликты, строить отношения на гуманистической основе становится профессией. Первые выпускники первого в истории Института культуры мира, готовящего миротворцев, получили первые дипломы. У каждого города свои приметы нового века, нового времени. В Зеленодольске это внедрение самых современных технологий в отрасль молочного производства. До недавнего времени на Зеленодольском молокозаводе цеха были оснащены устаревшим оборудованием, разработанным в Финляндии еще в 1964 году. Сегодня же здесь запущены самые современные линии фирмы Tetra Pak стоимостью $12 миллионов. В сутки завод способен переработать 25 тонн высококачественного молока. Весь процесс полностью механизирован. В асептической современной упаковке молочная продукция может храниться без холодильника до 3 месяцев. Сегодня Зеленодольский молкомбинат способен удовлетворить спрос в кефире, йогурте, витаминизированном молочке и твороге в масштабах всей республики. Какие еще возможности откроет для пищевой промышленности, а значит и для нас новый век, покажет время. Совсем недавно о таких грубых и приземленных вещах, как сантехника, и говорить-то было не принято. И много воды утекло из кранов и унитазов, пока на них взглянули по-новому. Казанский завод «Сантехприбор» имеет 100-летнюю историю. Сегодняшние возможности завода – предмет гордости его директора Анвара Мухаммедзакирова. Мы сегодня являемся самым крупным производителем сантехники в Российской Федерации. В прошлом году мы произвели 700 тысяч кранов и смесителей. Это примерно 40% всех смесителей, которые производятся в России. Стабильность пришла не сразу. В годы экономического кризиса объем производства составлял всего 18% от возможного. Во многом благодаря авторитету руководителя, его умению видеть перспективу и, конечно, работоспособности коллектива, в котором трудятся целые династии, например, Денисовых, удалось переломить ситуацию.
С 1995 года производство стало рентабельным. Продукцию сантехприбора можно встретить во всех домах, построенных по программе ликвидации ветхого жилья. Отечественные изделия в настоящее время способны составлять конкуренцию импортным, не уступая им в качестве и дизайне, оставаясь при этом более доступными по цене. К тому же они лучше приспособлены к особенностям отечественного водопровода. Это яркое свидетельство того, что даже скучная сантехника может стать знамением времени перемен. Мы прощаемся с известным писателем, активным общественным деятелем Гарифом Ахуновым. Проводить классика татарской литературы в последний путь пришли первые лица республики и города, научная и творческая интеллигенция, земляки из Арского района, родные и близкие. Поистине народное признание пришло к Гарифу Ахунову благодаря его яркому таланту. Обладая глубокой прозорливостью и честностью, писатель создал ряд правдивых документально-художественных произведений о труде и жизни нефтяников. Его роман «Клад» экранизирован в Свердловской киностудии. Пьесы Гарифа Ахунова «Беспокойное сердце», «Когда пылает огонь», «Песни Чулпы» шли на сценах Татарского государственного академического театра, Альметьевского драматического и Башкирского народного театров. Занимая должность председателя Союза писателей Татарии, член правления Союза писателей РСФСР всегда поддерживал молодежь. Гариф Ахунов оставил недописанную дилогию «Дочь Волги» о судьбе татарской женщины и уникальные дневники воспоминаний. Ушел человек, но мелодия его сердца осталась. Поем! 5 лет назад Елена Антонова, музыкант и педагог, создала в Зеленодольске театр-студию «Золотой микрофон», где под ее руководством расцветают юные певческие таланты. Методика Антоновой, основанная на игровых моментах, близка и понятна сердцу каждого ребенка и позволяет добиться удивительных результатов. Ее воспитанникам под силу произведения современные и народные, джазовые и классические. Киска у нас плачет, болеет. Давай еще пожалеем ее. Мяу. Послушай нотку. Мяу. Одна. Здесь талантливость народа приобретает буквальное звучание. Но энтузиастам нужна поддержка. Сегодня, как никогда. Музыкантам тесно в стенах единственной комнаты, где они располагаются. Не хватает инструментов, нот. Но, несмотря ни на что, все эти годы артисты студии, совсем маленькие дети и подростки, становятся лауреатами и дипломантами городских и всероссийских конкурсов. Недавняя победа – первое место ее ученицы Валерии на детском музыкальном фестивале в городе Иваново. Снова